Когда мы вступаем в 2024 год, Бог говорил быстро и ясно, предупреждая многих людей об опасностях медицины. Голос Божий, услышанный через пророков, евангелистов и более верных, чем злые намерения врага. Воры приходят только для того, чтобы воровать, убивать и разрушать. Я пришел к ним, чтобы жить и иметь ее в полной мере. Эти слова очень освежают, напоминая нам, что посреди обмана сатаны общение с Богом гарантирует жизнь, полную цели и изобилия. Представьте себе это пророческое видение, область, окутанная тьмой, или, возможно, большая комната, окутанная тьмой. Вдруг луч света пронзил темноту. С каждым решительным шагом я бегу к своему потенциалу. Но когда я приблизился, мне стало угрожать отчаяние. Именно во время предания происходит просветление. Свет, источник надежды и спасения, предстал передо мной в виде сияющего белого ангела. Его прикосновение, инструмент божественной силы, рассеивает слабость и обновляет меня невыразимо. Кроткий небесный пророк произнес такие слова: «Избранный, прислушайся к этому предостережению, путь врага полон опасностей, найди прибежище у всемогущего Бога, и ты будешь в безопасности». Очнувшись от этого задушевного разговора, я осознал его важность, поучительная история об опасности наркотиков. Хотя подробности ускользают от меня, Бог повелевает нам проявлять осмотрительность в вопросах здоровья, даже когда консультируется со специалистом. В 2024 году стратегия врага угрожает множеству людей по всему миру под видом медицинского вмешательства. Поэтому наш долг – донести это важное послание до наших близких. Поделитесь этим откровением с 11 дорогими вашему сердцу душами и сообщите им об опасностях снов и пророчеств. Поэтому давайте подходить к выбору медицинских услуг внимательно и осторожно. Прежде чем начинать какую-либо диету, проконсультируйтесь с врачом. Оставайтесь под защитой Бога, зная, что никакого вреда не причинит тот, кто верит Ему свое благополучие. Сегодня Бог обратился к своим детям с кроткой уверенностью: «Возлюбленные мои, не покидайте святилище любви моей, ждите доброго благословения, испытания, с которыми вы скоро столкнетесь, пронзите врага. В минуты слабости знай, что моя сила поддерживает тебя. Во времена тьмы мой свет укажет тебе путь. Поверьте мне, потому что я справляюсь со всем. Не бойся, ведь я твое прибежище, твой целитель, твой вечный спутник. Возложи на меня свое бремя, радуйся, ибо изобилие и благоволение будут сопровождать тебя во все дни жизни твоей. Доверьтесь моему совету, и вы ничего не пропустите. Пусть мои благословения пребудут с вами и вашими родственниками сейчас и навсегда. Внуки, потому что нет праведника, у которого дети не просили бы хлеба. Сын мой, я сдержу свое обещание. Что бы ни случилось в мире, я не подведу тебя, потому что ты мой любимый, мое самое драгоценное сокровище. Моя цель – всегда благословлять и обогащать вас. Ты думаешь, что твои ошибки постоянно разрушают мою любовь к тебе, но ты ошибаешься. Я люблю тебя глубокой вечной любовью. Ничто из того, что ты делаешь, не сможет разрушить мой план для тебя. Больше никаких забот, доверьтесь моей силе, и я благословлю вас известным всем способом. Потому что я божественный источник каждого благословения, каждого исцеления, каждого чуда, которое проявляется в вашей жизни.
Благословенно мое имя. Если вы примете эти слова и присоединитесь ко мне в этой мощной молитве, я сейчас помолюсь, написав «Бог – мое прибежище». Небесный Отец, мы собрались здесь со смиренными сердцами, признавая Твой великий авторитет и бесконечную любовь. Сегодня, несмотря на неопределенность, которая нас окружает, особенно в вопросах здравоохранения, мы собираемся, чтобы возвысить свой голос в молитве, ища убежища и вашего руководства. Господи, как Твои дети, мы знаем, насколько сложен мир, в котором мы живем, где лекарства, предназначенные для исцеления, иногда таят в себе скрытые опасности. Господи, мы приходим к Тебе как к нашему последнему прибежищу, надеясь на Твою неизменную защиту. Бог, святое место, заявляем мы и верим, что сможем найти спасение в Твоем святом месте. Господи, через свои сны и послания Ты раскрыл скрытые опасности в виде лекарств, которые приносят больше вреда, чем пользы. Поэтому, Господи, дай мне знание различать, что полезно, а что вредно для нашего благополучия, Господи, молю. Пусть Ваш Дух направляет нас в каждом решении, которое мы принимаем в отношении здоровья. Мы объединяемся в молитве, читая слова ангела сна пророка. Поэтому, Господи, мы прибегаем к Тебе, зная, что под Твоими крыльями нам не причинит никакого вреда. Мы молимся за мудрость, чтобы медицинское сообщество руководствовалось этическими принципами и искренне заботилось о благополучии тех, о ком оно заботится. Благослови исцеляющую руку, и пусть Ваша божественная защита окружит все сферы системы здравоохранения. Господи, мы молимся за тех, кто не подозревает об этой опасности. Просвети их сердце и умы, чтобы они могли искать Твоего прибежища и обретать безопасность в Твоей любви. Отец, прояви свою милость и защити их от всех опасностей, которые могут их постичь. Мы присоединяемся к этой мощной молитве, подтверждая нашу веру в Тебя. Благодаря моей небесной силе теперь Ты победил. Любовь моя, напомни мне, что Ты полностью мне доверяешь. Если я благословлю вас, вы должны кричать об этом с крыш. Я здесь, чтобы сказать вам, что вы никогда не будете по-настоящему одиноки. Бывают дни, когда ты нуждаешься в ком-то больше всего, но ты любишь его, когда он тебе нужен. Посреди неожиданных трудностей, когда все кажется горьким и когда слезы текут свободно, важно помнить, что ваши слезы должны достичь неба, где вершится ваша судьба, излечиваются все болезни и решаются ваши проблемы. Есть и другие, кто может рассказать. Я не оставлю тебя верной, я, возможно, отвернулся от тебя, но я не оставлю тебя, и моя любовь к тебе становится сильнее с каждым днем. Чтобы гарантировать, что оно останется неизменным навсегда, сохраняйте свою веру. Знание того, что жизненная сила в моей крови заставляет меня всегда сосредотачиваться на тебе. Присоединяйтесь ко мне в этом путешествии к моему небесному трону. Вы можете принести свою просьбу, и я выслушаю ее с терпением и любовью дорогого друга. Я прошу тебя скрыть свои слезы на милю выше, чтобы позволить им течь, чтобы освободить боль, которая задерживается в твоей душе, чтобы я тоже мог наполнить тебя своим покоем. Однако мне хотелось бы вас кое с чем познакомить. За твоими слезами последует счастье, любовь моя, твое сердце запрыгнет от радости. Ваши мечты, когда-то потерянные и забытые во времена отчаяния, могут быть возрождены, и ваша жизнь снова наполнится верой.
Бывают моменты, когда вы думаете о том, чтобы сдаться, когда вы чувствуете себя подавленным, когда требования жизни кажутся невыносимыми. Но теперь я здесь, предлагая вам свою любовь, множество подарков, великую радость и безмерные благословения. Подготовьте свое сердце и разум, потому что я предсказываю, что человек, которого вы считали потерянным, вернется в вашу жизнь. Ваша вера созрела, и теперь ваша очередь помогать сломленным и нуждающимся. Вы должны быть готовы к тому моменту, когда дверь откроется и цепи, сковывающие ваши благословения, будут разорваны. Для тех, кто верит моему слову, нет ничего невозможного, сын мой, я готов выполнить свое обещание. Я надеюсь направлять и защищать тебя, но прошу об одном – твоем неконтролируемом мнении обо мне. Я твоя жизнь, твое будущее, твоя сила, твой защитник. Ходите верой и верьте в чудеса, которых не видят ваши глаза. Ты знаешь, твоя вера мала, но это все мили, которые мне нужны, и их достаточно, чтобы принести мне доброе благословение. Со временем вы сеете семена веры в свое сердце. Я проделал свой путь через большие трудности и испытания, а ты никогда не верил в мои силы. Ваша непоколебимая вера приведет вас к успеху. Сегодня я хочу заверить вас, что семена вашей веры не остались без внимания. Я являюсь свидетелем вашей борьбы, вашего непоколебимого принятия того, кто вы есть на самом деле, и вашей преданности делу перед лицом невзгод. Я даю вам свою благодать и милость, и своей сильной рукой питаю семена, которые расцветут в вашей жизни и жизни тех, кто вас окружает. Он символизирует веру и терпение. Я знаю твое сердце и твои истинные намерения. Вы не ищете признания или удачи. Ваше желание обеспечить свою семью, освободиться от долговых цепей и полюбить своих близких. Я хочу благословить тебя, и я это сделаю. Аминь, сын мой. Я хочу, чтобы вы почувствовали теплоту моего присутствия, когда читаете эти слова. Знай, что я сейчас с тобой и готов говорить с твоим сердцем. Изгоните свои тревоги, потому что стрессу сейчас нет места в вашей душе. Вам следует прийти ко мне, когда вы устали и ищете отдыха, и я здесь, чтобы осыпать вас любовью и миром. Будь храбрым, дорогая, не позволяйте страху взять верх. Уверяю вас, что ваши молитвы услышаны и испытания, с которыми вы столкнетесь, пройдут. Не теряй веры сейчас, потому что ты не сдашься, и мои обещания будут выполнены. Поверь мне, потому что я с тобой в этой битве. Помните, что когда вы чувствуете усталость и думаете о том, чтобы сдаться, именно тогда вам нужно оставаться сильным. Препятствия на вашем пути быстро исчезнут, но только если вы будете настойчивы. Не сдавайтесь из-за неудач, потому что за каждой неудачей стоит достижение, которого вы ждете. Сражайтесь, верьте, упорствуйте и двигайтесь вперед без колебаний. Я говорю вам эти слова с любовью, потому что хочу, чтобы вы поняли, какое прекрасное будущее вас ждет, хорошие дела и новые свершения на горизонте. Вы подниметесь на святой и сверхъестественный духовный уровень и станете образцом для подражания для своей семьи. В их сердцах часто бывают сомнения, они могут чувствовать себя грязными или считать, что я не хочу показывать миру свою божественную силу. Они окружают себя негативными влияниями, которые сеют семена сомнений и ведут жизнь без цели и счастья, изолируя их от благодати,
которая их преображает. Но, дорогая, ты потрясающая. Ты изменил свое мышление, но ты все еще человек, и иногда тебе становится скучно. Я очень ценю это, и именно поэтому я здесь, чтобы объяснить вашу веру. Я знаю, что мои слова глубоко проникли в ваше сердце, и вы им поверите. Ты услышишь мой зов и поднимешься. Не уходи сейчас, успех не за горами. Я здесь, потому что держу хлеб жизни, который насытит вас до конца. Они – источник живой воды, утоляющий вашу жажду. Никто в этой огромной вселенной не сможет поднять ваше бремя и утешить вас. Вам нужен какой-то посредник, я слышал самого выдающегося, но я дал ему это духовное наследие с самого начала. Только я могу благословить тебя и никто другой. Поэтому не полагайтесь на свои силы в поисках мирских богатств. Не отчаивайтесь, когда у вас плохо с финансами, и не верьте во временную работу или сломанные вещи, если верите мне. Я собираюсь задать вопрос. В вас есть одна особенность. Вы каждый день самоотверженно напрягаетесь, продолжайте работать и отдыхать, когда вам нужно. Но когда солнце восходит снова, он встает с воодушевлением и движется вперед без критики и сожаления. Когда дела идут не так, как планировалось, или когда люди пытаются встать у вас на пути, принимайте любые испытания смело и с радостью. Даже если вы столкнетесь со своими врагами, придерживайтесь нашего плана даже в трудные дни. Будьте рядом с ними с улыбкой, будьте терпеливы с ними, дайте им воды, и если они хотят пить, помогите им, если им нужна помощь. Но делайте это с умом, используя здравый смысл. Не разрушайте свою жизнь. Не давайте им шанса предать вас или причинить вам боль. Покажи им любовь, но покажи свою индивидуальность, все, чему ты научился у меня. Не общайтесь со злыми людьми и не обсуждайте свои планы с теми, кто использует их против вас. Избегайте получения, прослушивания или передачи информации от кого-либо. Эти враги расстроятся, когда увидят, что у вас нет возможности отклониться от намеченного направления. Я удалю их, когда придет время. Проект далек от совершенства. Пока я выбираю, вы будете продолжать с верой, страстью и усилиями. В это время вы окажетесь перед большой дверью, за ней получите хорошую награду. Скажи мне, что ты веришь в меня. Обязуйтесь приходить ко мне каждый день, начиная с сегодняшнего дня. Ты храбрый, сын мой, встаньте с верой, потому что победа сейчас в ваших руках. Спасибо за еще один день в моей жизни. Чего же ты ждешь? Ничего не стоит открыть губы и выразить благодарность. Я знаю, чего ты хочешь, еще до того, как ты заговоришь. Поверьте мне, приходи ко мне и проведи со мной немного спокойного времени. Найдите минуту молчания и подумайте обо всем, за что вы сегодня благодарны. Твоя жизнь, твоя семья, твое здоровье, воздух, которым ты дышишь, еда на твоем столе, приют над твоей головой и моя божественная защита вокруг твоего дома. Мой ангел-воин наблюдает за твоими мечтами и готов сражаться за тебя. Есть бесконечные причины чувствовать себя счастливыми, и есть много прекрасных причин ценить жизнь. Вы можете думать об этом каждый день, чтобы ваш разум был полон позитивных мыслей, а ваши глаза всегда видели мою доброту в вашей жизни. Покойся с миром и будь уверен, что твое будущее в моих руках.
Я живу в благодарном сердце, которое признает мою нужду и ищет меня с верой и надеждой, потому что оно знает, что оно очень счастливо. Я знаю, что иногда ты беспокоишься о том, что происходит вокруг тебя, но это нормально. Не волнуйтесь слишком сильно. Пропитание в доме, здоровье в семье, ничто не нарушает ваш покой и стабильность. Я знаю, что вы обременены обязанностями и хотите сделать все правильно, чтобы ничего не случилось. Но в темные дни, когда вы забываете благодарить, вражеские растения залегают в вашем уме, превращают ваши тревоги в страх, окружают вас ложью и превращают беспокойство в страх и отчаяние. Мы здесь, и вы поднимете руку и произнесете слова, которые заставят врага бежать. Будьте благодарны за то, кто вы есть, за свою жизнь, свою семью, свое здоровье. Будьте истинной верой и благодарностью. Сердце – это щит, который делает тебя сильным в испытаниях. Когда ты идешь в глубину страданий, открой глаза и знай, что завтра я буду рядом с тобой. Я хочу услышать твои первые слова дня, слова, которые исходят из глубины твоей благодарной души. Спасибо за жизнь. Небеса благословлены во имя Твое. Я понимаю, почему это важно. Доверься мне всем своим сердцем. Все, что на небе и на земле, устроено для вашего блага и устроено для вашей пользы. Я давал вам постоянные инструкции и дам обильное пропитание, облегчение долга, божественную мудрость и особые благословения вам и вашей семье. Вы были созданы не случайно. Я любил тебя еще до своего рождения. Я приготовил для тебя прекрасные вещи, самое главное из которых – вечная любовь. Я люблю тебя, когда ты уходишь, и я люблю тебя, когда ты возвращаешься ко мне. Если ты думаешь, что я злюсь и отстраняюсь от тебя из-за того, что ты иногда терпишь неудачу, ты ошибаешься. Твои ошибки меня не пугают. Я не оставлю тебя из-за греха. Ты всегда приходишь ко мне полной боли и сожаления. Говоря о том, что я знаю, ты любишь меня, и если ты ешь, я знаю твое сердце и разум. Мне нравится твоя честность. Никто не может мне лгать. Кто-то носит маску совершенства и чистоты и приходит в мое существование, обвиняя людей, которые отличаются от других или не верят, как они. Но ты не такой, как они. Вы не критикуете всех, вы не думаете, что всегда правы. У вас добрый дух, мягкое поведение и сильная вера. Если вы будете приходить ко мне каждый день со смиренным сердцем, чтобы слушать и учиться, я буду хвалить ваши усилия и благословлять вас. Я понимаю, что вас не интересуют материальные блага. Вы ищете только благословения и защиты для своей семьи. Но я дам тебе это и даже больше, чтобы ты был готов, когда дверь откроется. Не бойтесь вмешиваться сейчас, когда вы слушаете. В мире появилось сверхъестественное чудо. В вашу жизнь входят новые люди, возникают новые возможности, а казалось бы, невозможные ситуации становятся благословением и источником мира для вашего дома и средств к существованию. Самое важное и прекрасное стало вашим. У тебя есть моя искренняя любовь. Поверь мне, отдохни в моих объятиях. Я контролирую твою жизнь. Не бойтесь, я защищаю тебя и постоянно наблюдаю за тобой. Я с тобой каждый день, когда ты просыпаешься,
и я хочу, чтобы ты чувствовал мое присутствие, когда каждое утро открываешь глаза. Знай, что я глубоко забочусь о тебе и во всем с тобой. Пусть эти слова придадут сил и ободрения в вашей жизни. Поверьте в меня, я ваш Бог, ваш Небесный Отец, который любит вас. Будьте уверены, что я не оставлю вас и что я способен на все. Я хочу обратиться непосредственно к вашему сердцу, чтобы это проникло глубоко в вашу душу. Знай, что я всегда присматриваю за тобой, направляю тебя и люблю тебя безусловной любовью. Я вижу ваши недостатки, ошибки и сомнения, но хочу, чтобы вы знали, что мои благословения не предназначены для тех, кто притворяется совершенным. Это не проявление невиновности, а смиренное сердце, которое знает мои нужды и не использует слова, чтобы ранить других ложью и оскорблениями. Я обращаю свое внимание на тебя, потому что вижу добро в твоем сердце. Я хочу, чтобы ты взял меня и последовал за мной, чтобы получить дар вечной жизни, который я предлагаю тебе. Ваше духовное наследие ждет вас, и я хочу, чтобы вы приняли его с распростертыми объятиями. Я знаю, что я знаю, что ты спотыкаешься на своем пути, но ты потрясающий. Доверьтесь всемогущему Богу, который любит вас, прощает, помогает вам проснуться и призывает продолжать идти вперед, несмотря на препятствия. Поэтому я прошу вас не упустить эту прекрасную возможность для себя, своей семьи и своего народа. Я хочу, чтобы вы все жили под защитой моей любви, укрытые моими крыльями. Пусть мир и счастье войдут в вашу жизнь. Я люблю тебя больше, чем ты думаешь. Мы откроем вам небесные окна и благословим вас благословениями до тех пор, пока вы не будете обеспечены и не освободитесь от угнетения. В моих объятиях ты обретешь настоящий покой. Если ты мне веришь, я хочу от тебя одного. Просыпайся каждый день с решимостью. Работайте, отдыхайте, если необходимо, но когда снова взойдет солнце, встаньте с силой и мужеством и идите домой без жалоб и печали. Принимайте любые вызовы мужественно и радостно, даже если дела идут не по плану или когда люди пытаются встать у вас на пути. Даже в трудные дни, даже когда вы столкнетесь со своими врагами, придерживайтесь нашего плана. Улыбнись мне, прояви терпение, дай мне воды, если я хочу пить, помоги мне, если мне понадобится помощь. Действуйте разумно, руководствуйтесь здравым смыслом и не показывайте свою уязвимость. Не давайте им возможности обмануть вас или причинить вам боль. Покажи им любовь, но покажи свой характер, все, чему ты научился у меня. Не общайтесь со злыми людьми и не делитесь своими планами с теми, кто использует их против вас. Не слушайте и не распространяйтесь о ком-либо. Даже эти враги будут разочарованы, когда увидят, что нет никакой возможности сбить вас с выбранного пути. Я удалю их, когда придет время. Наш план далек от совершенства. Вы будете продолжать с верой, страстью и усилиями, пока я не приму решение. В этот момент вы окажетесь перед большой дверью, за которой найдете невероятную награду. Скажи мне, что ты веришь в меня. Пообещайте себе приходить ко мне каждый день. Ты пришел сегодня. Спасибо за еще один день в моей жизни. Чего же ты ждешь? Ничего не стоит открыть губы и выразить благодарность. Я понимаю ваши потребности, прежде чем говорить.
Поверьте мне, приходи ко мне и проведи со мной немного спокойного времени. Ваша жизнь, ваша семья, ваше здоровье, воздух, которым вы дышите, еда на вашем столе, приют над вашей головой, моя божественная защита вокруг вас. Найдите минуту молчания и подумайте обо всем, за что вы сегодня благодарите дом. Мой ангел-воин стоит на страже, охраняя твои мечты и готовый сражаться за тебя. Есть бесконечное множество причин для благословения, поэтому думайте об этом каждый день. Наполняйте свой разум позитивными мыслями и продолжайте видеть мою доброту в своей жизни. Будьте уверены, ваше будущее в моих руках. Я живу в благодарном сердце, которое признает мою нужду и ищет меня с верой и надеждой, понимая, что это великое благословение. Я знаю, что иногда ты беспокоишься о том, что происходит вокруг тебя, но это нормально. Не волнуйтесь слишком сильно. Желаю вам большой ответственности, и чтобы все было хорошо, средств к существованию в вашем доме, здоровья в вашей семье, ничего не нарушало вашего покоя и стабильности. Но в темные дни, если вы забываете благодарить, вражеские растения ложатся в ваш разум, превращают ваши тревоги в страх, окружают вас ложью и превращают страх в страх и отчаяние. Я жду, когда ты с силой обнажишь свое оружие и произнесешь слова, которые сведут с ума твоих противников. Отдайте мне свою жизнь, своих близких, свое здоровье и все, что делает вас особенным. Несмотря на все трудности, ваша стойкая вера и благодарное сердце защищают вас от зла, когда вы сталкиваетесь с огнем дня отчаяния. Помни, что завтра я буду рядом с тобой, чтобы помочь тебе открыть глаза. Я хочу внимательно выслушать твои первые слова дня, которые льются из колодца твоей благодарной души. Я понимаю, в сфере божественного существования я являюсь воплощением бесконечной любви, милосердия и мудрости. Каждый день, когда ты просыпаешься, я рядом, постоянный спутник в путешествии твоей души. Почувствуй мое присутствие вокруг себя, окутывающее тебя теплыми объятиями, говорящими о непоколебимой преданности и бесконечном сострадании. Знайте, что я недалекий Бог, а любящий Отец, знающий каждый аспект вашего существа. Мое желание — соединиться с вашим сердцем и создать отношения, преодолевающие барьеры времени и пространства. Во мне ты находишь убежище, где можешь скрыть свои страхи, сомнения и неуверенность, зная, что тебя принимают и любят безоговорочно. Я смотрю за пределы вашего лица, за маску, которую вы носите, на суть того, кем вы являетесь, любимое дитя Божьего творения, обладающее природной ценностью и потенциалом. Путь, который я приглашаю вас пройти, это путь смирения и самоотдачи, путь, ведущий к раскрытию вашей истинной цели и предназначения. Я предлагаю тебе дар вечной жизни, невероятное сокровище, которое ждет тех, кто прислушается к голосу твоего духа. Даже если вы споткнетесь на пути, помните, что моя благодать безгранична и мое прощение безоговорочно. Во мне ты находишь силы подняться вновь, обновленные и укрепленные непобедимым духом любви. Я приглашаю не только вас, но и всех, кто ищет убежище под защитой моих крыльев. Пусть ваше сердце будет открыто для получения благословений, исходящих из моей руки благодати и милосердия. В моем присутствии царит непостижимый покой, покой, превосходящий суету мира. Доверьтесь мне, и вы ни в чем не будете нуждаться, ибо я источник всякого добра.
Когда вы преодолеваете жизненные трудности, пусть ваша вера будет вашим путеводным светом, освещающим предстоящий путь своим ярким светом. Просыпайтесь с непоколебимой решимостью на каждом рассвете, и я буду с вами на каждом этапе пути. Не бойтесь, хотя враг и вооружен злобой и обманом, ибо я ваш щит и сила. В невзгодах пусть любовь будет вашим оружием, доброта вашим щитом, и украшайте ваш щит. Относитесь к своим врагам с добротой, и таким образом вы обезоружите их враждебность и продемонстрируете силу божественной любви. Мудрый, как змей, нежный, как голубь, осторожный в своих действиях и твердый в своей приверженности справедливости. Остерегайтесь обмана и обмана, ибо язык – обоюдоострый меч, вредящий и говорящему, и слушающему. Вместо этого пусть ваши слова станут источником исцеления и ободрения, поднимая разбитое сердце и вселяя надежду утомленным. Даже в самые мрачные времена, когда кажется, что все потеряно, помните, что я – свет, сияющий во тьме, ведущий вас к безопасности в моих объятиях. Доверьтесь моему выбору времени, ибо я хозяин всего, управляя событиями вашей жизни с божественной точностью. Когда придет время, перед вами откроются двери возможностей, открывая неисчислимые благословения, которые ждут тех, кто упорствует в вере. Выражайте мне благодарность каждый день, потому что с благодарностью вы получаете бесчисленные благословения, которые благословят вашу жизнь. Найдите минутку, чтобы подумать о красоте, которая вас окружает, о любви, которая поддерживает вас, и о надежде, которая вас вдохновляет. Знай, что я рядом в мире твоего сердца, слушаю каждое твое слово и радуюсь всем твоим радостям. Не волнуйтесь и не бойтесь, ведь я всегда помогу вам в трудную минуту. Направь свои мысли на меня, и я подниму тебя на орлиных крыльях. Доверься моей бесконечной любви, ведь она – свет надежды в мире тьмы. Ходите с верой, зная, что я всегда с вами, направляю вас, защищаю вас и люблю вас без ограничений. Важность глубока. Поверьте мне, когда я говорю, что звезды на земле и на небе сошлись в вашу пользу. Многое было сделано для вашей пользы. Мы даем мощную заповедь для вас и вашей семьи, чтобы они имели обильное пропитание, были свободны от долгов и переживали естественное видение и благословение. Вы не представляете угрозы своим небесным правам. Я любил тебя еще до того, как ты пришел в этот мир, и у меня есть для тебя много хорошего. Я всегда буду любить тебя, это самое главное. Я люблю тебя, даже когда ты уйдешь, и буду любить тебя еще больше, когда ты вернешься. Если вы думаете, что я разозлюсь и порву с вами все связи из-за того, что вы иногда допускаете ошибки, вы ошибаетесь. Твои ошибки меня не пугают. Даже если ты согрешил, я накажу тебя. Он говорил мне правду снова и снова, когда я был сломлен и сожалел. Если ты упадешь, я знаю твое сердце и разум, я знаю, что ты любишь меня. Я ценю вашу честность. Никто не сможет меня обмануть. Вы не похожи на других, и ваша святость предшествует тому, чтобы вы обвиняли людей, отличающихся от вас. Ты не считаешь себя большим и не судишь всех. Даже если вы упадете, вы сможете подняться обратно с уверенностью и уверенностью в себе, потому что ваш дух добр, ваша голова высока и ваши амбиции естественны. Никто не имеет права вас беспокоить, поэтому не позволяйте никому показывать на вас пальцем.
Я дам вам неизмеримую пользу, если вы сохраните такое отношение, наполненное верой, и будете приходить ко мне каждый день с твердым намерением сосредоточиться на получении благословений и спасения для вашей семьи. Я понимаю, что это для тебя важнее мирского богатства. Тем не менее, я могу отдать все свои силы. Могу заверить вас, что вы готовы воспользоваться этой возможностью. Ничего не требуется, я ныряю прямо в воду. Неестественное чудо теперь окружает вас, если вы обратите внимание. В вашей жизни начинают появляться люди, появляются новые возможности. Благодаря вашей вере и настойчивости даже самые трудные ситуации будут благословлены, принесут мир в ваш дом и удовлетворят ваши потребности. Все важное и красивое у вас под рукой. Я так сильно тебя люблю. Расскажите, с какой позицией вы согласны. Доверьте свое доверие и свои проблемы в мои руки. Каким-то образом меня сделало твое присутствие. Вам не нужно бояться. Я защищаю тебя и защищаю, когда прихожу к тебе. Я хочу, чтобы ты чувствовал мое присутствие каждое утро, как я с тобой, когда ты просыпаешься каждое утро. Когда вы открываете глаза, извлеките максимальную пользу из самого ценного открытого момента вашего дня, избегая отвлекающих факторов. Послушайте, что я хочу сказать. Внимательно слушайте инструкции, которые дает вам мой дух. Вы должны мне поверить, когда я говорю, что все под моим контролем. Ничто и ничто не может причинить тебе боль, когда ты со мной. Поэтому не бойтесь трудностей. Теперь вы можете получить ответы на некоторые свои проблемы быстрее, чем вы думаете, и получите нужные ответы тогда, когда они вам понадобятся. Мы те, кто открыл вам дверь, чтобы тайно молиться. Твоя вера в меня растет в этом новом начале, когда все по-другому. Я здесь, чтобы ободрить вас и показать вам путь. Держать голову и жить с уверенностью и достоинством важнее, чем беспокоиться о том, что о вас думают другие. Люди, которые затаили обиду, продолжают пытаться избавиться от яда, который там находится. Вы должны учитывать основные мысли, которые приходят мне в голову. Я думаю, ты молодец, у тебя настоящее и искреннее сердце. Когда другие нападут на тебя, прикройся моей любовью и помни, что я сказал. Я использовал твой предмет в каждой битве, в которой ты участвовал. Пришло время высказать свои опасения и преодолеть все препятствия. Я видел все неудачи и твои успехи. Оставьте прошлые конфликты и войдите в новую эру удовлетворения и возрождения благодаря технологиям. Пришло время изменить свою жизнь и начать новую историю. Следуйте за мной, и я дам вам путь к большому успеху и просветлению, чтобы дать отдых вашей душе и разуму. Я предлагаю свою любовь и мир. Вы бы сказали «да». Я могу открыть небеса и излить благословение в ваши руки. Я могу дать вам письменное обещание никогда не отступать от любви, которая окружает вас и не обращает внимания на ваши недостатки. Я милосердный Бог, а ты человек. Так что вы можете быть в замешательстве. Твое прощение принадлежит мне, и я спасу тебя, даже когда ты будешь внутри. У меня есть интересы, выходящие за рамки материальных благ, и то, что я приготовил для вас, превосходит все богатства мира. Поверьте мне на слово, что я открою вам небеса, а затем ответьте.
Чтобы поверить, что моя любовь не скрыта, я думаю, ты серьезно отнесешься к моим словам. Потому что там нет игры, мои чувства к тебе несчастливы. Посмотрите на небо, почувствуйте воздух, почувствуйте тепло солнца на своей коже, когда вы дышите. Это знаки моей любви и присутствия, которые я посылаю вам. Будь осторожен, я много раз спасал его от боли и возможной смерти. Несмотря на трудности, с которыми вы сталкиваетесь, вы начинаете этот год полными энергии и с нетерпением ждете всего хорошего. Не откладывайте сейчас, когда столкнетесь с препятствиями и проблемами. Продолжай бороться, все твои мечты сбудутся. Я им доверяю и уважаю. Я дал ему миссию. Передаю вам все свои положительные эмоции и люблю ваш путь. Ежедневно опираясь на Дух Святой и свою духовную чувствительность, вы вскоре сможете увидеть прошлые видения, понять мотивы людей и обрести большее понимание. В великой чаше существования твоя значимость глубоко резонирует со мной. Небесное выравнивание – это не просто совпадение, а божественное слияние благословений, разворачивающихся в вашей жизни. Моя заповедь остается твердой, свидетельством моей бесконечной любви и стремления к вашему благополучию. Ваше путешествие от замысла к настоящему направляется моей рукой, сотканной с замысловатым фокусом и целью. Несмотря на то, что моменты потеряны, моя любовь к тебе остается сильной и неудержимой. Твои ошибки не умаляют ни моей любви, ни наших отношений. В моменты твоей разбитости и сожаления я находил утешение в твоей честности и смирении. Ваше сердце, каким бы ошибочным оно ни было, бьется от сильной любви ко мне, любви, превосходящей совершенство земли. У вас есть смирение и сострадание, которые отличают вас от мира. Даже в моменты слабости ваш дух остается сильным, укрепленный верой и верой. Не суди других, ведь я вижу чистоту твоего желания и доброту твоей души. В своей мягкости и доброте вы отражаете мою божественную природу, маяк света в мире, окутанном тьмой. Ваша вера – ваше величайшее сокровище, щит от жизненных испытаний и невзгод. С каждым днем тех, кто верит в меня, ждут новые возможности и благословения. Оставайтесь твердыми в своей решимости, потому что даже самые трудные испытания обещают перемены и рост. Я недалекий Бог, а любящий Отец, который ищет твоего присутствия каждый день. Когда вы просыпаетесь утром нового дня, пусть вашими первыми мыслями будут благодарность и признательность. В утренней тишине общайтесь со мной и позвольте моему духу вести вас по путям праведности. Не бойтесь неопределенности, которая ждет вас впереди, ведь я ваш вечный спутник и защитник. Доверьтесь моему божественному плану, ибо он построен с любовью и мудростью, превосходящими человеческое понимание. Препятствия, с которыми вы сталкиваетесь, это ступеньки на пути к вашей судьбе, каждая из которых приближает вас к выполнению моих обещаний. Примите дар, который я вам дарю, потому что это свидетельство бесконечной любви и благодати. Ваша преданность и преданность никогда не будут забыты, поскольку я всегда буду помнить ваши жертвы и борьбу. В минуты сомнений и отчаяния помни, что я с тобой, веду тебя нежными руками и любящим сердцем. Не отчаивайтесь из-за жизненных испытаний, ибо они всего лишь мимолетный момент в великом замысле вечности. С каждым испытанием вы становитесь сильнее, мудрее и выносливее.
Доверьтесь моей бесконечной любви, ибо ваша вера – это фундамент, на котором вы строите. Путешествуя по сложностям существования, знайте, что вы никогда не одиноки. Я рядом с вами, веду вас твердой рукой и бдительным оком. Доверьтесь моей божественности, ибо я Альфа и Омега, начало и конец. Глубоко в своей душе почувствуй мое присутствие и знай, что тебя любят безмерно. Пусть моя любовь будет вашим путеводным светом, освещая путь перед вами и направляя вас к исполнению вашего божественного предназначения. Возможность того, что это произойдет, делает это еще более важным. Вы получите больше знаний и обретите удивительную способность вдохновлять других провозглашать мое слово, подавая хороший пример. Другие могут увидеть в вашей жизни результаты вашей веры и чудесные вещи, которые приходят к тем, кто знает меня и верит в мою силу. Великие достижения станут вашими, когда вы раскроете объятия, отнесетесь к ним серьезно и упорно трудитесь для их достижения. Врата рая теперь открыты для вас, но я прошу вас не торопиться. Пусть ваша вера останется сильной. Я хочу поговорить лично с твоим бьющимся сердцем. Надеюсь, ты знаешь, что моя любовь к тебе безнадежна. Надеюсь, ты знаешь, как сильно я надеюсь на твою веру и любовь. Скажи мне, что я центр твоей вселенной и что ты меня очень любишь. Говорите эти вещи не потому, что чувствуете себя обязанным, а потому, что они полны настоящей любви. Я прошу тебя остаться со мной, всегда думать обо мне и знай, что я никогда не оставлю тебя. Даже в отчаянии ты можешь считать меня своим верным другом. Всякий раз, когда вас охватывает тревога и депрессия, знайте, что я с вами. Позвольте мне увидеть вашу проблему. Можешь ли ты дать их мне, отпустите то, что вас угнетает? Я здесь, чтобы поддержать тебя и подарить тебе безусловную любовь. Сегодняшний день совершенно новый, не похожий ни на один другой день, который вы когда-либо переживали. Увидьте трансформацию, происходящую в мире вокруг вас. Окружающие вас люди, включая членов вашей семьи, изменятся в результате ваших жизненных событий. Пусть мое сильное присутствие будет с вами в течение всего дня. Обратите внимание на счастье на лицах людей. Моя любовь к тебе течет через тебя, как река, затрагивая жизни каждого, кого ты встречаешь. На их лицах написано восхищение и удовлетворение, потому что они чувствуют ваше тепло и счастье, даже если не осознают этого. Теперь я отдаю тебе свое сердце и душу, чтобы твои мечты сбылись. Я чувствую твою боль и разделяю твое счастье. Я знаю, как ты счастлив, и ты должен верить в меня, своего защитника, своего друга и щита от стыда. Отпусти свой негатив и научись улыбаться, несмотря ни на что, моя любовь. Хотите верьте, хотите нет, но я с вами и готов помочь вам, несмотря ни на что. Почувствуйте бесконечную радость любви, которую я даю вам, когда вы поклоняетесь мне передо мной, которая окутывает вас моей заботой и хвалой. Я подарю тебе величайшее утешение, которое заменит грусть. Если вы переживаете трудную ситуацию, постарайтесь сохранять позитивный настрой и наслаждаться жизнью в полной мере. Когда другие спрашивают вас, почему вы так счастливы, помните, что Бог с вами. Возвысьте свой голос в хвале и молитве, поднимите руки в поклонение. Я могу понять глубину ваших чувств и устойчивость ваших убеждений,
поэтому их навыки не всегда нужны. Вы можете рассчитывать на мою могучую силу, которая поддержит вас в каждой битве. Когда вы упадете на колени, откройте все свое сердце моему руководству, позвольте мне использовать в вас свою божественную силу и заявите, что мое прощение истина. Здесь я предлагаю вам новое начало. Когда мы обменяемся услугами, вы поймете, как моя любовь окутала вас и изменила вашу жизнь так, как вы даже не могли себе представить. Не подвергайте сомнению волю Божью, идя по жизни. Когда приходит свет и окутывает тебя теплыми объятиями, ты утром начинаешь искать меня. Как только это произойдет, мой свет воссияет на вас и устранит все тени из вашей жизни. Пусть моя истина наполнит твое сердце, пусть моя сила наполнит твою душу, и пусть печаль исчезнет из твоего разума. Когда вы ищете меня, ждите меня и откажитесь от контроля над своими мыслями и решениями. Если ты поверишь в меня, если примешь мое присутствие, если решишь думать обо мне изо всех сил, не испытывая трудностей, все возможно. Даже если вы сталкиваетесь с трудными ситуациями, те, кто сеет семена сомнения против усилий врага и заявляет, что уходит от меня, знают твердость и непоколебимость моей любви. Для вашего руководства и защиты я прошу вас непоколебимо верить в меня. Во мне твой образ жизни, твое будущее, твоя сила, твой защитник. Верьте, что, ходя верой, вы получите невиданные чудеса. Возлюбленные, ваша вера, какой бы маленькой она ни казалась, это больше, чем я прошу вас, если вы собираетесь продолжать получать чудесные блага, которые я приготовил для вас. Перед лицом великих невзгод вы посеяли семена веры, которые в конечном итоге принесли плоды. Ваше восприятие моей силы остается неизменным. Вы только что победили благодаря своей непоколебимой вере. Мой долг сообщить вам, что посеянное вами семя веры больше не сохраняется. Я видел, как вы стойко переносили трудные времена, и поверьте мне, вы с достоинством справляетесь с невзгодами, несмотря ни на что. Пусть семена веры, которые вы сеете в свою жизнь и жизни окружающих вас людей, процветают, когда я изливаю свою любовь и сострадание. Вскоре вы пожнете плоды своей уверенности и настойчивости. Я понимаю глубину ваших чувств и искренность вашего намерения. Вы не ищете славы, богатства или общественного признания. Ваше самое сокровенное желание – помочь близким вам людям освободить вас от оков долгов, чтобы вы могли освободиться от финансовых забот. Я люблю благословлять тебя. Вот и все, дорогая. Я хочу, чтобы ты сказал мне еще раз, как сильно ты меня любишь. Пожалуйста, скажите мне, в какие качества вы верите в меня. В ближайшие дни вы увидите влияние моей любви и энергии на вашу жизнь и жизнь тех, кого вы любите. Дитя мое, какая-то часть меня хочет творить великие чудеса в твоем доме, потому что я люблю тебя. Я смиренно стучу в дверь твоего сердца. У меня новое предложение, сильнее и лучше. Если вы откроете, я смогу не дать бедности разрушить ваш дом или ваших близких. Поскольку я видел ваши страдания, я обильно благословлю вашу землю в наступающем году. Ваши неизменные обещания, ваши молитвы, слезы и верность остаются без награды. Моя любовь, я знаю, что ты веришь в меня, потому что я услышал твой крик, который разбил твое сердце. Скоро будут интересные изменения.
Примите изменения, которые я привношу в вашу жизнь. Он полон мудрости, силы и способности делать правильный выбор. Вместо того, чтобы бежать в прошлое со всеми своими проблемами и разочарованиями, отпустите его, будьте благодарны и верьте, что я готовлю вас к тому дню, когда откроются безграничные возможности. Вы уже давно посеяли в себе семена веры во всех жизненных трудностях. Я вижу твою непоколебимую веру в меня. Ваша настойчивость и непоколебимая вера пролили свет на ваши проблемы и больше не будут игнорироваться. Ваша вера и преданность делу окупились, и теперь пришло время пожинать плоды. Вы никогда не хотели быть знаменитыми или богатыми. По большей части вы всегда решаете позаботиться о своей семье, помочь ей выбраться из долгов и обеспечить безусловную любовь и поддержку тем, кто вам дорог. Мне действительно следует благословить вас, и это мое глубочайшее желание сделать это. Меньше негатива в вашем существе. Ваши враги могут попытаться усомниться в вас, напугать и обеспокоить вас, но я говорю вам здесь, что вы получите выгоду, если вы быстро ответите на мою любовь и мои слова. Укройтесь в близких отношениях с нашим унижением, другие говорят о вашей болезни. Даже когда дела идут тяжело, твоя вера и любовь ко мне не угасают. Все меняется, когда я снимаю ваш стресс и удаляю негативные эмоции, овладевшие вашим сердцем. Вы выходите из могилы новым человеком, освобожденным от оков отчаяния, изоляции, враждебности или ревности. Религия, оптимизм, страсть и безудержное счастье наполняют вас, вашу душу и разум. Ваши враги могут быть удивлены, увидев вашу трансформацию, и им будет трудно оскорбить и уничтожить вас, даже если их слова будут резкими. Моя любовь, ты решила выразить мою любовь и мое слово. Нет исключения из страданий, которые охватили вас, и страха, ослабившего вашу веру. Новый день радости и мира для вас, когда вы откроете глаза, обнимете и поверите. Хотя ваши физические чувства не могут его увидеть, вы можете почувствовать его присутствие. Нет, я думаю, ты сможешь. Возникло глубокое чувство неравенства. Вы окутаны моей бесконечной любовью и преданностью, так же, как мое таинственное присутствие окутывает вас. Вы не слабы, напротив, вы сильные и гибкие. С помощью моей небесной силы поднимись на ноги. Вы победили, теперь вы победили. Скажи мне еще раз, скажи мне изо всех сил, детка. Если вы полностью со мной согласитесь и получите мое благословение. Я просто хотел сказать тебе, что ты не один. Ваши слезы достигают небес, где куется ваше будущее, где излечиваются все загрязнения болезней, где вы находите ответ на свои проблемы. Бывают дни, когда вы бесконтрольно плачете из-за неожиданных и сложных ситуаций, когда все кажется мрачным, когда у вас много веры, возьмите ее, когда она вам нужна. Даже если кто-то, кому вы доверяете, восстает против вас, у вас есть компания. Я не оставлю тебя, я всегда буду рядом с тобой, и моя любовь со временем будет расти. Вы можете прожить жизнь с уверенностью, исходящей от знания того, что моя кровь всегда будет рядом, чтобы заботиться о вас, а не торговать. Добро пожаловать на мой небесный трон. Пожалуйста, передайте свои пожелания и знайте, что я могу сосредоточиться на комфорте и любви близких друзей. Не бойтесь лить слезы,
это поможет вам освободить боль в вашей душе и освободить место для моего мира. Однако, прежде чем вытереть слезы, я хочу кое-что с вами поделиться. Счастье придет, любовь моя, и твое сердце забьется от радости. Когда ваши надежды и мечты умирают во времена отчаяния, их можно возродить, и ваша жизнь снова наполнится верой. Бывают моменты, когда вы думаете о том, чтобы сдаться, когда вы чувствуете, что с вас достаточно, когда жизненные трудности кажутся непреодолимыми. Но сегодня я здесь, чтобы предложить тебе свою любовь, множество подарков, много радостей и неизмеримых благ. Держи свое сердце и лги, потому что я вижу, что то, что ты считал потерянным, возвращается в твою жизнь. Ваша уверенность возросла настолько, что теперь вы можете помогать другим. В контуре вашей жизни я вижу нити борьбы и триумфа, сплетенные воедино, чтобы создать славный образец стойкости и веры. Ваше путешествие было нелегким, но на протяжении всего него вы оставались непоколебимыми в своей преданности мне. Ваши неутомимые обещания и молитвы остаются без внимания, ибо я услышал крик вашего сердца и увидел глубину вашего отчаяния. Я готов начать новый сезон процветания и благословений в вашей жизни. Семена веры и доверия, которые вы сеете в плодородную почву своей души, приносят плоды, превосходящие ваши самые смелые мечты. Примите грядущие перемены, ибо они заказаны моей рукой и полны мудрости и цели. Ваше смирение и самоотверженность тронули мое сердце. В то время как другие ищут славы и богатства, вы выбираете путь служения и любви с непоколебимой преданностью потребностям своей семьи. Для меня величайшая радость благословлять вас, потому что ваше сердце чисто и ваша воля чиста. Не поддавайтесь сомнениям и страхам, которые разрушают вашу веру. Верь в мою любовь и мои обещания, ведь они тверды, как утреннее солнце. Оставайтесь сильными в своей вере, зная, что я всегда с вами, когда враг пытается сеять разногласия и разногласия. Когда вы выйдете из тьмы отчаяния на свет нового дня, знайте, что вы не одиноки. Мое присутствие окружает тебя, окутывая покровом любви и защиты. Сердце твое полно радости и благодарения, потому что я услышал твои молитвы и увидел твои слезы. Даже в самые мрачные моменты знай, что я с тобой, веду тебя нежными руками и любящим сердцем. Ваши слезы не остаются без внимания, потому что они драгоценны для меня, и каждая из них является свидетельством вашей веры и доверия к моей любви. Когда вы стоите передо мной, обнимая мою любовь и благословение всем своим сердцем, знайте, что вы любимы безмерно. Ваше путешествие было нелегким, но на протяжении всего него вы оставались непоколебимыми в своей преданности мне. Продолжая свой путь, пусть ваша вера будет маяком света, ведущим вас сквозь тьму и ведущим к берегам вечного мира. В моей любви ты обретешь силу, в моем милосердии ты обретешь надежду, а в моем присутствии ты обретешь вечное счастье. Пусть утверждение «Бог – мое прибежище» присутствует в нашей жизни и направляет нас в каждом решении и ситуации. Мы молимся этой молитвой с верой, зная, что ваша любовь окружает нас и является вашим прибежищем. Аминь. Если вы действительно любите своих близких вам людей, поделитесь с ними этими словами. Потому что мы не знаем, кому нужны эти слова, но Бог знает, что вы должны быть помощником. Поэтому, пожалуйста, поделитесь этим словом,
этим пророческим сном. Пусть Бог благословит вас обильно. Аминь. Огромное спасибо, что нашли время выслушать эти слова ободрения и надежды. Подходя к концу этого послания, я хочу поблагодарить вас за вашу непоколебимую веру и преданность делу. Ваше присутствие здесь, ваша готовность открыть свое сердце и разум, чтобы получить это благословение, значит больше, чем слово. Прежде чем мы расстанемся, я прошу вашей поддержки в распространении этого послания надежды и любви. Если эти слова трогают ваше сердце, и вы верите в силу веры и позитива, я призываю вас подписаться на этот канал. Приняв участие, вы получите другие сообщения и вдохновения, которые могут воодушевить вас и окружающих. Не забудьте поделиться этим видео со своими близкими, друзьями, семьей и всеми, кому могут быть полезны эти слова поддержки. Давайте сиять в жизни других, распространяя любовь, надежду и веру, куда бы мы ни пошли. Когда мы разойдемся, помните, что вы никогда не одиноки. Божья любовь окружает вас, направляет и защищает на каждом этапе пути. Пусть утверждение «Бог – мое прибежище» присутствует в нашей жизни и направляет нас в каждом решении и ситуации. Мы молимся этой молитвой с верой, зная, что ваша любовь окружает нас и является вашим прибежищем. Аминь. Еще раз спасибо, что вы здесь и поделились этим моментом связи и вдохновения. Да благословит вас Бог сейчас и всегда. Аминь.